Далее смотрите брифинг оперативного штаба по эпидобстановке в регионе. Глава Якутии А.С.Н. Николаев расскажет о мерах, принимаемых против инфекции. Ситуация с новой коронавирусной инфекцией у нас в республике за последнее время улучшилась. Мы видим стабильное снижение количества заболевших, в первую очередь в городе Якутске. Также мы видим, что снижается количество тяжелых больных. Это на самом деле большой результат нашей совместной работы и властей, и общества, бизнеса, в том числе по соблюдению ограничительных мер. Ну и, конечно же, я считаю, что вакцинация, которая очень активно идет у нас в республике, в том числе хочу особо отметить и город Якутск, где число людей, взрослого населения, получившего первый компонент вакцины, уже превысило 70%. Вот это все привело к этим положительным результатам. Вместе с тем, конечно, нам предстоит еще большая работа для того, чтобы закрепить это. И я еще раз хочу призывать наше население активнее вакцинироваться. Это абсолютно необходимо для сохранения и вашего здоровья, и здоровья ваших родных и близких. Учитывая многочисленные просьбы граждан, предприятий, связанных с введением QR-кодов, мы на заседании оперативного штаба достаточно серьезно рассмотрели те подходы, которые у нас сегодня формируются по работе в этом направлении, и приняли решение, которое у нас сейчас уже реализовано в виде моего указа. Согласно этого указа у нас вводится ряд изменений по работе предприятий общественного питания, в частности, те из них, где площадь зала обслуживания превышает 100 квадратных метров, сейчас уже смогут работать в обычном режиме, то есть не будет вот там того разделения по минимальной площади на человека, по санитарным расстояниям, которые ранее действовали, когда QR-кодов не было. Также разрешается уже проведение различных банкетов с числом участников до 100 человек. Далее мы разрешаем проведение спортивных состязаний, спортивных мероприятий, к сожалению, пока без зрителей, но по согласованию с Роспотребнадзором спортивные соревнования на территории республики, которые включены в план мероприятий, при соблюдении требований, которые как раз сейчас в целом в стране к проведению мероприятий такого рода предъявляются, такие мероприятия спортивные уже могут быть разрешены. В парикмахерских, спа-салонах, фитнес-залах, также, которые сейчас уже все должны работать с QR-кодами, по всем ним уже разрешается работа, опять же, без тех ограничений, которые были ранее. Заполняемость по кинотеатрам, по театрам повышается с 50 до 70% зала. В целом мы считаем также, что уже необходимо, и это будет тоже реализовано, работа туристических комплексов, других объектов, которые ранее как раз, опять же, внутри которых были ограничения, сейчас в связи с переходом на работу с QR-кодами они тоже будут сниматься. Единственное ограничение, которое сейчас новое появляется, это то, что доступ в органы власти с 6 декабря он будет реализовываться с помощью QR-кодов, ну и тех справок ПЦР, которые тоже имеют действие 72 часа. В целом, еще раз хочу сказать, что в дальнейшем работа наша должна быть направлена на повышение максимальной вакцинации населения, и мы здесь надеемся на поддержку со стороны нашего населения. И еще раз призываю всех якутян, всех сограждан активнее получать прививки от коронавируса для того, чтобы в максимально короткие сроки республика могла достичь коллективного иммунитета. Спасибо. Это был брифинг по эпидобстановке в Якутии, но мы идем далее и переходим к выпуску новостей. Вот основные темы. Пандемия внесла существенные изменения в жизнь и здоровье жителей Дальнего Востока. Фтизиатры в Якутске обсуждают актуальные проблемы. Продукты для жителей Арктики. В 36 населенных пунктов Якутии завезено более 120 тонн расширенного ассортимента товаров. Историческое судно, точную копию исследовательского судна из отряда Великой Северной экспедиции перевезут из Петрозаводска в Якутск.
За минувшие сутки коронавирусом в Якутии заразились еще 254 человека, из них 110 в Якутске. В Мирнинском районе 24 заболевших, в Нюрюнгринском 20, в Микино-Кангаласском 16, в Алданском районе 14 случаев заражения, в Ленском 11, в Амгинском 10, в Кангаласском 8, в Татинском Лусе 7 случаев. Еще в 13 районах выявили от 1 до 6 случаев заболевания. Более 4700 проб на ковид исследовали лаборатории республики за сутки. Пандемия внесла существенные изменения в жизнь и здоровье жителей Дальнего Востока. Переболевшие коронавирусом более подвержены туберкулезным заболеваниям. Однако основы научной и практической работы, заложенной якутским НИИ туберкулеза, в настоящее время достойно продолжают специалисты фтизиатрической службы республики. Сегодня перед службой стоят новые задачи по снижению и ликвидации болезни на фоне роста числа граждан, которые перенесли ковид. В рамках 12-го национального конгресса в Якутске проходит научная конференция. Говорят о проблемных вопросах. Будет принято внедрение новых методов и технологий, направленных на реабилитацию больных туберкулезом, а также разработанные методы персонализированной терапии. Это уже второе мероприятие, которое мы проводим в республике Саха-Якутия. Дело в том, что на протяжении последних нескольких лет в республике заметно улучшилась эпидемиологическая ситуация по туберкулезу. Показатели заболеваемости и смертности ниже общероссийских. Проводится специалистами НПЦ фтизиатрии огромная работа в этом направлении. Внедряются новые технологии в лечении, в диагностике туберкулеза. Очень хорошо применяются цифровые технологии, контролируемое лечение в удаленных населенных пунктах. И вот как раз опыт республики Саха-Якутия мы позиционируем на другие территории Дальневосточного федерального округа. И как только что стало известно, произошло отравление выхлопными газами в селе Тюбяцы Намского района республики. Предположительно, отравились 10 человек, в том числе 6 детей. По информации МЧС, 3 декабря от дежурного ГИДДС Намского района поступила информация о том, что в селе Тюбя произошло отравление, предположительно, выхлопными газами. 10 человек, в том числе 6 детей, говорится в сообщении. К месту происшествия отправились следственно-оперативная группа в составе 5 человек и 1 единицы техники. По данным ведомства, 6 человек помещены в реанимационное отделение. Мы следим за развитием ситуации. К другим темам. Благодаря внесенным изменениям в авиационные правила самолетом Ан-2 в 36 населенных пунктов Якутии завезено более 120 тонн расширенного ассортимента продовольственных товаров. Об этом сообщил первый замминистра по развитию Арктики и делам народов Якутии Сергей Неустроев. Впервые за последние 30 лет жители смогли приобрести по доступным ценам свежие продукты уже в сентябре и октябре. К арктической зоне относится половина территории региона. Это территория, лишенная транспортной инфраструктуры, автодорог, мостов, причалов и авиаплощадок. Более 75% арктических поселений не имеют наземной связи с районными центрами. Расстояние до некоторых из них доходит до 300-400 километров от районных центров. Алроса начала вскрышные работы на трубке «Майская». Обрабатывать руду с месторождения предстоит работникам 16-й фабрики в Накыне. Первую руду ожидают добыть в 2024 году. Трубку «Майская» открыли 15 лет назад в 300 километрах от Мирного. В 2015-м специалисты завершили детальную геологоразведку, которая дала понять, суммарные запасы алмазов на месторождении 13 миллионов карат. Нужно провести вскрышные работы, самосвалы вывозят лишнюю горную породу. Закончат эти работы к 2024 году. Буквально в конце октября месяца мы провели первый взрыв на карьере, начали горно-капитальные работы. На сегодняшний день с карьера уже отгружено порядка 150 тысяч кубических метров. До конца года мы должны отгрузить 300-330 тысяч кубических метров горной массы. Борьба с цифровым неравенством в якутском селе. Администрация Мальжагарского первого наследия Хангаласского улуса на средства из местного бюджета закупила деревянные опоры и заключила с крупным российским провайдером договор на прокладку оптоволокна с охватом 100% населения села Булганехтах.
Волоконно-оптическая линия связи дошла до села Булгуняхтах в 2018 году. Это был прорывной год, когда высокоскоростной интернет стал доступен жителям отдаленных сел Улуса. Но не всем. На сегодняшний день в Булгуняхтахе к оптоволокну подключены около 90 домов, расположенных в центре села. А жители дальних микрорайонов вынуждены довольствоваться мобильным интернетом, который здесь работает с перебоями. Так как наше село Булгуняхтах, само название говорит о том, что у нас и низменности, и высоты, и покрытие сотовой связью у нас в некоторых районах очень плохое. Необходимость в быстром и стабильном интернете остро почувствовали во время пандемии семьи с детьми-школьниками. В том числе многодетная семья Натальи Федоровой, которая проживает в микрорайоне Молодежный. У Натальи сын второклассник и подрастают еще 2 детей. Сама она также является учителем, поэтому понятие «дистанционная учеба» для нее не пустой звук. Сейчас мы подключаемся через телефон, через личную точку доступа. Подключаемся и так и к ноутбуку, к смарт-телевизору. И как сеть ловит здесь? Сеть сменили много операторов. Сейчас у нас Билайн более или менее ловит. И когда вот погода холодная, тоже нормально, да? Но вот когда с наступлением весны, летом абсолютно здесь вообще нету интернета. Администрация Наслега решила поддержать своих жителей и предусмотрела в бюджете средства на закупку 120 деревянных опор высотой 12 метров, которые были вычищены от коры сельчанами во время многочисленных субботников, а затем установлены вдоль улиц села. После этого сейчас уже работники Ростелекома проводят свое оптоволокно. И до конца года, до Нового года у нас уже должна быть возможность у всех жителей подключиться к интернету. В состав Мальжигарского первого наслега также входит небольшое островное село Тайонары. К сожалению, туда оптоволокно еще не дошло, но на следующий год администрация наслега планирует установить там вышку 4G. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Точную копию исследовательского судна из отряда Великой Северной экспедиции перевезут из Петрозаводска в Якутск. Судно планируют передать в Жатайский техникум. Об этом сообщил премьер республики Андрей Тарасенко. Напомним, копию дубель шлюпки «Якутск» воссоздали по сохранившимся чертежам XVIII века на судостроительной верфи в Карелии в 2016 году. Корабль использовали для съемок исторического фильма «Первые» по пьесе «Созвездие Марии» народного писателя Якутии Владимира Федорова. После съемок фильма корабль должен был отправиться в Якутск в качестве учебного судна, но последние 5 лет находится на необорудованном причале морского музея в Петрозаводске. Как отметил Андрей Тарасенко, подготовка к транспортировке судна по маршруту Петрозаводск-Якутск уже идет. Далее обзор основных событий мы продолжим на канале Якутия-24. Оставайтесь с нами.